Снова здравствуйте, дорогие друзья. Канал «Аспекты Башкортостан» вновь в прямом эфире. Сегодня 9 октября 2025 года, в четверг. Поскольку сейчас 9 часов утра в Башкортостане, мы начинаем смело нашу очередную программу. Мы – это Женя Коноплин и Руслан Валиев. Доброе утро, дорогие подписчики. Именно так. Соответственно, присоединяйтесь к нашему разговору. Разговор уже идет, и, соответственно, техника, которая позволяет нам общаться, работает. Чат, YouTube-трансляции к вашим услугам, равно как и возможность комментировать наши встречи, соответственно, в Telegram-канале, где тоже идет прямой эфир. Давайте я взгляну. Не часто получается это делать, но сейчас вижу, даже лайки есть, поэтому это прекрасно. Но даже если лайки есть, их недостаточно, как обычно, поэтому всегда призываем вас ставить при любой возможности. Вообще надо пользоваться несколькими аккаунтами, как делает ваш покорный слуга. И особо понравившимся авторам и хорошим роликам ставит несколько лайков сразу. Также можно делать и в пользу нашего издания, кстати говоря. Вот такой вот вам лайфхак. Ну, может быть, не у всех есть несколько аккаунтов, но если вдруг каким-то чудом есть для разных членов семьи, может быть, для детей кто-то создавал, поэтому все способы хороши. Присоединяйтесь к такой поддержке нашего издания, которое особенно нуждается сейчас в этой самой поддержке. Вчера я уже в общем и целом говорил о том, какие у нас сложности и что мы планируем делать в общем. Сегодня, я думаю, повторимся, и лишним этот повтор не будет. Пока что ждем помощи от вас с помощью тех сервисов, которые есть. В частности, Boosty, более или менее вменяемый сервис, ссылка на который есть в описании. Напрямую через YouTube еще надежнее, еще лучше, еще анонимнее, если вдруг у кого-то есть сомнения. Но тут нужны, конечно, карты иностранных банков. Но у нас среди зрителей есть такие, точно, зарабатывающие люди за границей. Поэтому ждем от вас хоть чего-то, хоть какой-то символической помощи, чтобы понять, что все-таки мы для вас важны и ценны. Дорогие друзья, ну, конечно, есть люди, которые живут в Европе, они прекрасно знают, что есть такая вещь, как подписки. И, собственно, каждый из вас, слушая музыку, тратит 12 евро в месяц на подписку. Смотря Netflix, тратит 10-15 евро на подписку. Netflix у меня нет сейчас. И, собственно, смотря нас буквально каждое утро, если и такие в том числе есть, но, дорогие, я думаю, что свои 10 те же самые евро не вижу проблемы тоже нам посылать. Собственно, никто не просит нам оплатить все наши хотелки сейчас. Конечно, от себя добавлю, что, дорогие товарищи, все сложнее меня башкирофобом называть, я думаю, да? Собственно, ладно. Начнем. Унывать не будем, точно. Это прекрасно. Вообще, кого бы то ни было фобами называть людей, мне кажется, по-быстрому так не раздумывая нельзя. Особенно если люди занимают единственно верную позицию по ключевому вопросу. Уж извините за то, что я повторяюсь в 100-500 раз. Сейчас есть ключевой вопрос, один вопрос добра и зла, черного и белого. Если по нему у человека позиция правильная, все остальное можно обсудить, договориться, как-то прийти к общему знаменателю и, в общем-то, как-то даже, может быть, стать союзниками по другим вопросам. Главное по этой части иметь правильную позицию. А мы давайте погружаться начнем. Новости в стране и в мире по итогам среды 8 октября у нас следующие. Послы стран Евросоюза на закрытом заседании согласовали план отказа от российского газа и нефти к 2028 году. Неужели наконец-то? Или в 100-500 раз? Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, дипломаты договорились передать проект закона министрам своих стран для утверждения на встрече 20 октября. Для утверждения плана потребуется квалифицированное большинство стран ЕС, минимум 15 из 27 стран.
Владимир Путин проведет в Душанбе встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым впервые после крушения самолета «Азал». О таких планах сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. С трехдневным визитом в Таджикистан Путин прибыл накануне вечером. На Бориса Гребенщикова составили административный протокол о нарушении порядка деятельности иноагента. Поводом стало распространение музыкантом видео в YouTube без иноагентской маркировки. Какое ваше дело до Ютуба? У вас нет Ютуба. Ребята, алло. Куйбышевский райсуд Петербурга уже назначил заседание по делу, сообщили в пресс-службе судов города. Гребенщиков свою вину не признает. Российский рэпер Вася. Здесь впору обратиться к коллегам и партнерам по вечеринке, как я полагаю. Вот. А еще я пытаюсь понять, как у нас дела с трансляцией. Мне показалось, что она зависла на довольно-таки продолжительное время. Если это так, пожалуйста, друзья, напишите об этом. По-моему, все хорошо, по крайней мере, у меня, я вот так смотрю. А Вася, кстати, интервью Дудю давал и уехал, поэтому нет, да и как бы вроде человек порядочный. Если безусловно. помнишь, то на каблуках он вот ходил, в том числе с Дудем они бегали. Угу. Надо сказать, конечно, отсутствие страховки тоже характеризует людей, но не с точки зрения порядочности, конечно, а с других точек зрения. Так, системного администратора Darknet-маркета Гидра приговорили к 21 году лишения свободы. Решение по делу 37-летнего жителя Петербурга, имя которого не называется, вынес суд в Ярославле. Гидра была крупнейшей в России площадкой по продаже наркотиков. Она прекратила свою деятельность в апреле 2022 года. Бывший боец ЧВК «Вагнер» Тимур Пралиев получил в Казахстане 5 лет колонии за наемничество. Как пишет местное издание «Орда», Пралиев отправился на войну с Украиной осенью 2022 года. На следующий год он получил российский паспорт, но не отказавшись при этом от гражданства Казахстана. В начале 2024 года его задержали при попытке въезда в США и депортировали в Казахстан. Вот так вот. Бундестаг немецкий принял законопроект об отмене ускоренной процедуры получения гражданства Германии. Согласно ей, получить немецкий паспорт можно было за 3 года при наличии особых достижений в интеграции и хорошем владении языком. Теперь стать гражданином Германии можно лишь после 5 лет проживания в стране. Такие вот новости мы имеем по итогам дня предыдущего. Одна из важнейших новостей, и опять же она сегодняшняя утренняя, вот я успел посмотреть о том, что Израиль с Хамасом подписали первую фазу мирного плана по Газе, и Дональд Трамп объявил, что скоро все заложники будут освобождены, а Израиль отведет свои войска. Собственно, новость крутая и показывает, что, посмотрите, даже Хамас умеет, собственно, договариваться и подписывать какие-то соглашения. Вот. Конечно, у Хамаса противник другого уровня. Если бы Россию бы так бомбили, как Газу, то, может быть, та бы тоже была бы позговорчивее, но тем не менее. Вот. Наверное, это приближает Трампу его Нобелевскую премию мира, конечно. Вот. Что, наверное, в каком-то смысле не очень хорошо для российских всяких оппозиционных сил. Вот. Мы-то ждем демократов у власти, но тем не менее. Не жалко, на самом деле. В этом смысле Трамп действительно, надо отдать должное, миротворческие усилия прилагает и там, и сям. И где-то получается. По главному направлению, может быть, пока есть проблемы, но в целом он действительно этим занят. И занят именно миротворческим процессом, а не эскалацией. Как бы он при этом не выглядел глупо иногда, процесс идет. Поэтому, если честно, не жалко Нобелевскую премию мира дать. Правда, в этом году, когда? Это завтра уже будет объявлено, да? Неделя идет Нобелевская сейчас. Соответственно, может не успеть. Если даже он там был номинантом, пока, наверное, не решили. Хотя сюрприз может оказаться очень неожиданным. Так... Что ж, все хорошо с трансляцией, плохо с трансляцией. Тут мнения разделились, я вижу, но будем надеяться, что дальше будет нормально. Так. К другим, как говорится, нашим новостям, основным, башкортостанским, которые мы подготовили в план нашего эфира.
Значит, прохладно, так или иначе, хоть и днем до 16 градусов в Башкортостане, поэтому отопление, которое в эти дни уже, по сути дела, должно быть запущено, оказывается, традиционно вызывает большое количество вопросов у жителей Башкортостана, в частности Уфы. За 12 дней поступило аж 8 тысяч обращений жителей по отоплению, о чем не боится отрапортовать Башинформ. Значит, колл-центр есть для этой цели, оказывается. Уфа теплая называется. Вот. Почти на 1000 меньше при этом, чем за аналогичный период прошлого года, радуются наши коллеги. Для решения проблем в городе сформированы аварийные бригады. Работа коммунальщиков организована в 2 смены. Вот. По словам одного из чиновников мэрии, на сегодняшний день в Уфе обеспечены отоплением все 5236 многоквартирных жилых домов, в том числе с центральным отоплением, из них 5097. И всего 139 многоквартирных домов с крышными газовыми котельными. Ой, почему-то не посчитали здесь дома, где есть отдельные газовые котлы в каждой квартире, ведь такие МКД в Уфе тоже имеются. Ну ладно, придираться не будем. Как у вас дела с этим вопросом? Насколько помню, у нас всегда осенью находились дома, где буквально до декабря месяца по-человечески запустить тепло не могли по разным причинам, связанным с воздухом в батареях, это с одной стороны, с другой стороны, по причинам, связанным с более важными, скажем так, проблемами. Вот. Я помню, я сразу же порадовался, потому что позвонил родственникам, спросил, что с отоплением. Они сказали все да, дали, все вовремя, все классно, часы в часы. А потом все-таки вспоминаешь, что у меня родственники-то не дальше спортивные живут, как бы, ну, то есть все вот в этом вот кружке в центре, и там-то, наверное, все хорошо, а вот все, что подальше, видимо, вызывает какие-то трудности у нашего непобедимого мэра. Ну, тут, знаешь, я бы так географически не судил. Да, мы чаще слышим про проблемы где-то на окраинах, но, инфраструктура и в Советском районе тоже, так скажем, не новая. Вот. Я жил по 50 лет октября 5, у нас были проблемы частенько с этим. Правда, они не были долгосрочными, но были. Вот. И постоянно во дворе проходили какие-то землеройные работы, связанные с этим. Ну что ж, как говорится, это не самая большая беда. Кстати, и тема высоких тарифов за отопление так или иначе заглохла. Все-таки власти продавили население, и люди привыкли к высоким ценам за данную услугу и уже платят, и как-то какой-то активности не проявляют. Или я ошибаюсь, опять же, поправьте, если не прав. Вот. Но таких акций, какие были зимой 2020-2021 годов, когда люди буквально штурмовали приемную в Белом доме, выходили постоянно на пикеты одиночные. Ничего подобного в последнее время нет. Это не значит, что у нас никуда не делось возмущение от этого. Это вопрос страха, конечно, вполне обоснованного, я думаю. Поэтому крышка-то, она под крышкой все кипит, я думаю, да, то, что накрыть большой все крышкой под названием из 3 букв, вот, накрыть из 3 букв. Интересно. Ну, в общем, это все, я думаю, что на самом деле временное явление, как мне кажется. Вот, поэтому ждем, когда крышка взлетит. Собственно, я у тебя этой новости не видел. Она такая интересная, и, по крайней мере, новость наша. О том, что в Уфе сообщают о начале рассылки электронных повесток в армию. Правозащитники анонимные сообщили, что уфимцы начали получать электронные повестки через, понятное дело, госуслуги. При этом Башкортостан не включен в число регионов, где проходит пилотный проект по цифровому оповещению призывников. Напомню, это 4 региона: Москва, Рязанская область, Мариэл и Сахалин. Ну и, собственно, как сообщают, если сообщения подтвердятся, то, собственно, Башкортостан может стать чуть ли не первым известным случаем применения электронных повесток за пределами этих самых пилотных территорий. Собственно, повестка считается врученной через 7 дней после ее размещения в государственном реестре. Так что, ребята, началось.
Да, Как вам формально кажется? тут закон никакой не нарушается. Сейчас уже электронные повестки являются, ну, как бы утвержденным средством оповещения на территории всей страны. Но просто они не анонсировали действительно, что вот уже сейчас массовым явлением это станет. Вот. Но получается, Башкортостан стремится не отставать от передовиков. Мы знаем, как он это делает, как он удерживает прочное лидерство по количеству погибших наших с вами земляков. Вот. Но там речь как минимум не шла еще ни про какие повестки, в том числе электронные. А здесь, пожалуйста, призывники юные, которые формально на войну не идут, а идут в обычную армию, начали эти повестки получать. Поэтому, опять же, повод обратить внимание на собственные кабинеты госуслуг или кабинеты своих ближайших родственников, детей, в частности, находящихся в призывном возрасте. В плане лидерства, конечно, интересно, что у нас же на втором месте шел Татарстан, насколько я помню, обычно в таких рейтингах. Понятно, что они всего не учитывают, но тут, собственно, вполне себе, я думаю, релевантно говорить об данных с открытых источников. В Татарстане сократили выплаты на контракт до 400 тысяч рублей, что гигантское абсолютно падение, а вот про Башкортостан я такого не слышу. То есть мы как бы можем еще ожидать увлечение отрыва от всех остальных, чтобы мы такие. Новость в Татарстане на самом деле любопытная, раз уж вот мы ее взяли. Там действительно резко, неожиданно, без объяснения причин, в общем-то не анонсируя, резко сократили выплаты. Что послужило причиной, будем догадываться и озвучивать версии, но факт остается фактом. С учетом федеральных выплат сумма в Татарстане превышала 3 миллиона рублей, составляла 3 миллиона 100 тысяч. Сейчас же новобранец может рассчитывать лишь на 800 тысяч, то есть 400 от республики и 400 федеральных денег. Кстати, тоже важная деталь, которую мы обычно как-то обходим стороной. Федеральных денег при заключении контракта на самом деле всегда было не очень много по сравнению с тем, сколько доплачивали регионы из своего кармана. По сути дела, вынимая эти деньги из социальной сферы. Ведь региональные бюджеты большей частью ориентированы как раз на покрытие текущих социальных расходов. Это та же медицина, образование и так далее, и так далее. Так вот, регионы, значит, опережая друг друга в желании угодить центру, огромные ресурсы тратили на то, чтобы отправлять собственных уроженцев становиться пушечным мясом. Особенно ужасно это видеть в отношении наших национальных республик, которые к тому же в результате этих действий оказались в авангарде этого ужасного рейтинга по количеству погибших. Хочется верить, что в Татарстане кто-то что-то понял и решил пересмотреть политику. Ну, есть большие сомнения, что именно это послужило причиной тому, что они отменили высокие выплаты. Башкортостан немножко скорректировал, но это было довольно давно. Сейчас выплаты остаются большими, их каждый месяц продлевают, о чем мы сообщаем в начале буквально каждого месяца. По крайней мере, в октябре выплаты продлены, и сейчас, получается, из нашей республики гораздо выгоднее отправляться в известном направлении, заключая этот самый контракт. Ну, понятно, нет наивности, нет сомнений, что вряд ли Рустам Минниханов решил попереть против федерального центра и сказать: вы знаете, Татарстану эта война надоела, поэтому платить мы не будем. В это верится не то что с трудом, да, в это не верится. Вот. Ну и то, что как бы деньги регионы тратят, но они как бы при нашей системе как будто бы и не совсем свои деньги тратят, да, то есть когда у тебя отжимают практически все, вот, и выделяют тебе какие-то деньги, то есть добровольно ли это происходит, как это все вообще устроено, на каких договоренностях, в общем, все это не совсем понятно, конечно. Ну, да, ты прав, деньги все равно как бы из Москвы пришли, но их нужно было отправить все-таки по другим направлениям, ну, скажем так, на ту же систему здравоохранения и образования. А так их не отправишь туда, отправишь вот куда. Это тоже своего рода ставка в каком-то смысле. Я тут, пользуясь случаем, добавлю, что в качестве подтверждения всему вышесказанному у нас удивительная, ну хотя опять-таки ничего удивительного, но очень своеобразная ситуация творится в судах, так называемых межрайонных судах по республике. Оттуда приходят свидетельства о том, как
Ну, 9 из 10 дел уже на сегодняшний день связаны, как правило, с разделом имущества, и с разделом выплат посмертных или только первоначальных при заключении контракта. То есть, в общем, страна учится жить с большими деньгами, и у нее это не очень хорошо получается. В результате происходят судебные тяжбы. Я думаю, вы понимаете, о ком идет речь. Это вдовы, часто новоявленные вдовы, которые успели побыть замужем буквально полдня с момента заключения брака до момента заключения контракта. И дальше по списку. Дети, родные, приемные, сестры, братья и так далее, и так далее. Весело живется, в общем-то. Так, поддерживаю комментарий, значит, Зулейхи. Вот. И вообще разнообразие лучше. Знаете, в некотором смысле вообще в любом месте, вот на любом канале, мне кажется, это мое субъективное ощущение, быть единоличным каким-то спикером и ведущим проще. Человеку самому, с организационной точки зрения проще. А вот для живости определенной, для какой-то интриги и, в общем-то, для разнообразия банального, все-таки это самое, уже извините, разнообразие нужно, это просто необходимо. И у нас его недостаточно на сегодняшний день на нашем канале по понятным причинам. Просто напомню, что, например, даже на «Эхе Москвы» в Уфе у нас, не сказать, чтобы мы были там перенасыщены людьми, но у нас, черт подери, чуть ли не каждый день какие-то новые лица возникали в качестве ведущих. Кто-то оставался надолго, кто-то нет. Возникали устоявшиеся пары ведущих, за которыми были закреплены отдельные дни. Там, например, пятница, там, помню, там за Леной Черковой и Денисом Ганеевым была закреплена. Еще как-то там последние годы, месяцы у нас восстановилась пара Дарьи Кучеренко и Стаса Михайлова, которые когда-то еще начинали уфимский разворот в 16-17 годах. В общем, это было все равно любопытно, и таким образом удовлетворялся интерес самой разной аудитории. Здесь у нас пока это не очень получается, вот, но пытаемся хотя бы вот так. И на этом, как говорится, ждем ваших благодарностей, а не критики. Вот. Ну, слушай, понятное дело, что вот я смотрел эфиры там, твои одиночные, свои одиночные. Это грусть и тоска по сравнению с тем, что когда ты вдвоем, происходит какая-то синергия, где-то можно поспорить, где-то можно еще что-то. И прекрасно. Я знаю, что на одном из крупных таких оппозиционных СМИ люди с вечера садятся и разделяют. Ты вот поддержишь вот этих, ты там Хамас, ты там скажешь там Free Palestine, а я за Израиль, я еще что-то, чтобы создать еще и конфликт какой-то такой вот, для того, чтобы, собственно, интерес поджечь. А люди в комментариях пишут, что вот малолетний полудурок вот опять вот защитит вот эту позицию, ведь она неправильная. Как бы люди, не понимая того, как это устроено с точки зрения самого эфира, мы так не делаем. Вот, но тем не менее, вообще разговаривал я недавно с одним человеком насчет того, чтобы он еще приходил к нам в утренние эфиры. Вот, и предварительное согласие я на это, кстати, получил. Вот, единственное, мне сказали, что в такую рань вставать, а человек тоже в Германии живет, он не на вот, но потихоньку можно убеждать. Мы, кстати, да, вот могу развить тему. Где-то год назад мы обещали, что у нас на башкирском языке начнет выходить утренний эфир. У нас для этого процесс шел, люди готовились. Но вот где-то что-то не срастается. Вот. Финансами закрыть эти дыры мы никак не можем, поэтому на энтузиазме и альтруизме не всегда получается доводить задуманное до конца, хотя задуманное периодически, ну скажем так, пополняет наши багажи знаний. Я думаю, это сильно зависит еще от статуса, понимаешь, потому что я знаю какое-то количество молодежи, которые хотели бы, и в том числе как бы для какой-то практики, и, собственно, я когда на «Эхо Москвы» в Уфе приходил, и мне говорили, ну вот там 500 рублей за эфир, мне потом моя уже бывшая жена отводила и такая, ну, Жень, эти 500 рублей ты как бы посмотри на компы, посмотри, грубо говоря, на количество рекламы, ну, это как бы, ну, в целом, деньги да, но деньги нет. Я говорю, ну хорошо, ладно, понятно. И мне это не мешало вообще так
так и радоваться, и при этом бояться этих эфиров, потому что, думаю, утренний эфир прямой, там кто-то, наверное, в машине слушает, я сейчас какую-нибудь хрень скажу. Вот. И я уверен, что сейчас огромное количество ребят хотели бы это делать, но смущает, конечно, то, что вот сегодня вроде как статусов у нас никаких нет, а завтра задним числом поедут они по ленинским местам, поэтому это тоже мешает. Не так много у нас молодежи, собственно, из Башкортостана находится за пределами этого самого Башкортостана. Именно так. Пока мы отвлеклись на наши внутренние, как говорится, разборки в хорошем смысле этого слова, вот люди обсудили деньги, которые люди делят, гробовые и прочие, и вот вывод от ведомостей очень простой. Действительно, счастья такие деньги зачастую не приносят, пишет он, вспоминая историю семьи Мухамедзяновых, которые в ТВ бинго-шоу выиграли $1 миллион в 2002 году, если я правильно помню. В общем, это пример, и таких примеров на самом деле можно искать много. Ну а мы дальше движемся по новостям и скажем, что иногда какой-то позитив, что ли, надо вносить. Хотя тоже все очень относительно, смотря относительно чего сравнивать. Так вот, инвестор, довольно-таки известный, получит землю под Уфой для нового вертолетного центра. Речь о компании «Хелипорт Уфа», которая уже сейчас функционирует на своей вертолетной площадке, построенной на территории недействующего по прямому назначению аэродрома Забельский, что в поселке 8 марта под Уфой. Совсем рядом с этим местом я жил, в общем-то, гулял все время в этом месте, любовался, и даже мы как-то полетали. Это было за несколько месяцев до убытия. Так вот, сейчас компания, которая этим занимается, получает 2 гектара на юго-востоке Уфы для строительства многофункциональной станции обслуживания пассажиров. Наверное, переводя на русский язык, это что-то вроде вертолетной площадки с пассажирским уклоном, да? Туда планируется вложить около 170 миллионов рублей. И «Коммерсант» нам напоминает, что Хелипорт Уфа – это дополнительный проект девелоперской группы «Стройтек» Рустама Аннамурадова. Есть такой у нас предприниматель. Я зачастую наших застройщиков, на чем свет стоит, ругаю за то, как они строят. Но, вот знаете, некоторые из них выделяются тем, что делают что-то приятное и полезное в условиях того, как государство ничего такого не делает. И в данном случае тот самый случай. Малая вот эта вот авиация общего назначения, то, что делает Сергей Минягулов на аэродроме Первушино, что делает Аннамурадов в связи с развитием вертолетной авиации, это все очень круто, это правильно. Я вижу, как это развито вот здесь, в той же Германии. Люди в прогулочных целях, в каких-то других целях используют малую авиационную технику, и это и красиво, и удобно, и, я не знаю, быстро. Этого очень не хватает у нас в республике в частности. Хотя в те же советские годы, сами помните, наверное, многие из вас, по крайней мере, помнят, система была так или иначе развита и была востребована людьми, что интересно. Вот. Так что... Я ни разу не слышал, у нас в Европе была такая услуга, в принципе. Услуги я тоже не встречал, а вот люди, частники пользуются, потому что малые аэродромы на каждом шагу есть. Люди летают, вот даже над Берлином постоянно вижу эти маленькие самолетики а-ля Cessna 172, на которой Матиас Руст в 1987 году долетел из Германии до Красной площади. Вот. Их много, на самом деле. Больше, сильно больше на единицу площади, чем у нас в стране. Тут люди в этом смысле прошаренные, и хобби у них есть. Они тут какие-то авиамодели почти в натуральную величину строят, и эти фестивали проводят. Хочется как-нибудь побывать. Вот он раз в 2 года всего лишь, по-моему, на следующий год. Следующий. В общем, как-то так. Так, про кошечку тут поговорили. Получается, там, обязательно надо поделиться тем, что поела животное мое. Собственно, могу перейти дальше к новостям. Да. Глава ЛДПР, наш мини-Жириновский Леонид Слуцкий, не путать, возмутился разницей в зарплатах учителей Башкортостана
и Москвы, представляете? Он что-то новое узнал Да, для вообще, себя. да. Ага. Он заявил, что педагог из Подмосковья, чьи ученики сдали ЕГЭ на 100 баллов или победили во Всероссийской Олимпиаде, что является альтернативой 100 баллам, получает по 150 тысяч рублей, тогда как в нашей республике в 3 раза меньше. Так быть не должно, подчеркнул политик, предложив ввести единую систему федеральных выплат для таких учителей. Средняя зарплата педагогов в Башкортостане, по данным пруфов, составляет 45,8 тысяч рублей. В сельских районах еще меньше, вот в Бурзянском, говорят, 32 тысячи. А республика находится с третьей с конца по уровню оплаты труда педагогов ПФО. Вот, в общем, Леонид Слуцкий открыл для себя, собственно, социальное неравенство в плане, если по регионам смотреть, что в Башкортостане платят меньше, оказывается. Это, я бы даже, да, абстрагировал эту новость от личности Слуцкого. Это вот вообще, наверное, касается многих деятелей государственной власти, которые на самом-то деле не в курсе, да и не хотят быть в курсе того, насколько большая разница сформировалась в доходах населения в разных частях страны. Ну, прежде всего, в столице и во всей остальной стране. По сути дела, это две разные страны, два разных государства с абсолютно разным уровнем и качеством жизни. Но в отношении Леонида Эдуардовича это еще может как-то работать, наверное, потому что он родился в Москве, по крайней мере. Но есть же много чиновников, которые приехали с какой-нибудь Костромы, и они прекрасно знают, как там вообще живется людям, и при этом тоже у них периодически удивления возникают какие-то. Угу. Так, ну а мы дальше. Значит, с одной позитивной новостью разобрался, вот дальше уже все как обычно, да? Оказывается, вполне официально финансовые показатели организации республики ухудшились на 58,4%. Представляете? С января по июль сольдированный финансовый результат организации Башкортостана составил 85,8 миллиарда рублей, что составляет всего лишь 41,6% от показателей за такой же период прошлого 2024 года. То есть по сравнению с цифрами по итогам первого полугодия результат при этом улучшился немножечко в конце лета, но в целом по отношению к прошлому году он сильно хуже. Таким образом, мы делаем вывод, что с экономикой в реальном выражении, в денежном выражении в Башкортостане в целом, да и, наверное, в стране, по большому счету, сильно хуже, чем даже было год назад. Все вот эти вот хваленные положительные эффекты от сплочения там, вокруг президента и так далее, они все эти эффекты уже нивелированы, и, соответственно, экономика схлопывается, что видно даже из официальных цифр. Ну а то, что сейчас мы имеем, налоговые, значит, новые законы, увеличение резкое налогов, снижение минимальных планок, это все приведет к тому, что либо предприятия будут уходить в тень, что тоже как бы уменьшает доходы государственного бюджета, либо будут схлопываться в результате того, что эта ноша станет для большинства непосильной. Поэтому все радужные ожидания Z-патриотов надо уже, как говорится, начать пересматривать, как минимум, исходя из официальных данных. Здесь ничего не придумано, все опубликовано в данном случае в газете «Коммерсант». Читайте и фиксируйте. Я думаю, что тут можно проводить аналогии, знаешь, с фильмом «Титаник» Кэмерона, когда у тебя огромный большой корабль, вроде как какой-то айсберг, вроде как совсем такой вот, он маленький, всего лишь кусок такого снега со льдом, но тем не менее, собственно, уже... Вот я думаю, что если по аналогии с «Титаником» мы находимся в тот момент, когда на самом нижнем ярусе уже там в котельной и прочее, там люди уже по колено в воде, а люди наверху все еще продолжают плясать и как бы и вообще не замечать, что что-то происходит. Вот, потому что не может это не отразиться на экономике ли, на нашем достатке, на прочем, конечно.
проблема есть, и она еще аукнется и не раз. Вот мне интересно, Ники Хаттабыч, если я ничего не путаю, тот самый Хаттабыч, который в свое время, кстати, такие высказывал не самые однозначные мысли в контексте того же даже Баймака, пишет: ваш контент ни о чем, а народ Башкортостана на вас рассчитывал и надеялся. Вы одни остались на плаву. Жаль, скучно с вами, девочки. Я предлагаю товарищу Хаттабычу, предложите, собственно, предложите, что делать-то. Давайте мы рассмотрим, приходите в эфир, я не знаю, дайте огня. Вот. И я напомню, что мы все-таки журналисты, немного блогеры, но уж точно не оппозиционные политики, не революционеры. Вот. И поэтому таких жарких эфиров, как, я не знаю, какой-нибудь Навальный лайф у нас и не может быть. Просто потому что, посмотрите других журналистов, особенно утренние какие-то эфиры, они плюс-минус все одинаковые. Я не знаю, чего мы ждем. Вот. Может, каких-то конкурсов, чтобы мы с Русланом во рту с ложкой, с яйцом бегали, я не знаю, что-то такое, но вот мы ждем предложений. С большим удовольствием в Телеграме напишите, рассмотрим. Когда мы говорим «пишите», мы же имеем в виду, что да, действительно, можно писать самое разное, и предложения тоже принимаем с радостью. Мы здесь не какое-то формальное, знаете ли, такое СМИ, которое засиделось в своих правилах и в своем репертуаре. Мы готовы к переменам, это важно. И тем более, да, уж наш телеграм-канал отличается тем, что его админ, здравствуйте, отвечает практически на все, даже самое периодически глупое, какое-то гнусное, все равно я обязательно в чем-то меня свербит всегда ответить, поэтому у нас в этом плане полная открытость. И при том, что я исповедую другую точку зрения, что не нужно вступать в дискуссии, но каждый свободен в этом смысле в своем выборе. Вот показатель того, как все устроено. Тем временем Канат сообщает приятные новости из Казахстана, где зарплата учителя в среднем 500 тысяч тенге или 90 тысяч рублей. Знаете ли, это круто. Напомни, сколько ты успел позарабатывать в Казахстане в месяц в тенге, помнишь сумма? По-моему, там она была сильно меньше, типа 250-300. Я думаю, что где-то в районе 300 тысяч тенге я зарабатывал. Это отдельно большая история, что меня взяли ничего не делать, просто потому что парень, мы в 50-е помогали чеченцам, потом украинцам, теперь будем помогать вам, уехавшим. Давай, брат. Периодически ко мне раз в неделю заходили со словами: Жень, тут помоги, что-то, в общем, там надо сделать. Презентации умеешь делать? Я такой: в целом, давайте попробуем. Давай там что-нибудь сделай. Вот. Собственно, да, в районе 300 тысяч. Учителя в Казахстане зарабатывают много. Периодически на подобные проекты нападают, как на проект «Балашак», по-моему, он называется, о том, что мол, казахи, которые получили образование, имеют возможность обучиться в Соединенных Штатах или в Европе для того, чтобы потом вернуться на госслужбу. Вот. И многие популисты говорят о том, что эти деньги, они сливаются в никуда, можно было бы потратить на какие-то проекты, которые, как обычно, мы их эффект обычно не видим, да, то есть тут что в контексте зарплаты учителей, что в контексте этой программы «Балашак» прекрасный, я считаю. Эффект он виден сразу, и особенно в течение нескольких поколений оно будет, понятное дело, работать, потому что еще я думаю, что в отдаленных районах еще какие-то надбавки есть, и, собственно, люди получат качественное среднее образование. Что у нас со средним образованием в отдаленных уголках России, я знать не знаю, и что-то ничего хорошего по итогу оттуда не выходит зачастую. Бывая в каких-то маленьких российских даже городах, как-то я в Лысково был, смотришь на лица, на то, как люди друг с другом дерутся, пропивая дедушкина фронтовика или дети войны пенсию, неся ее на водку, ты всю эту балабановщину смотря, там, наверное, такой программы нет, и учителя совсем другие. Окей. К следующему и, наверное, важнейшему сегодня сообщению. Суд в Башкортостане, причем Верховный суд, заочно арестовал проживающую в США активистку башкирского национального движения Айгуль Гемранову Леон.
Об этом изначально сообщил близкий к силовикам телеграм-канал Мэш Бэтэш вчера, 8 октября. По версии данного канала, Гемранова Леон сотрудничает с руководителем Комитета Башкирского национального движения за рубежом Русланом Габбасовым, который, в свою очередь, также осужден удаленно заочно и, соответственно, внесен в список иноагентов. Ей вменяют участие в деятельности террористической и экстремистской организации, сказано в сообщении телеграм-канала. В результате журналисты обнаружили карточку дела Айгуль Леон на сайте Верховного суда Республики. В карточке сказано, что судебное заседание об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу состоялось 7 октября. Там же сообщалось, что Гемранову Леон обвиняют по части 2 статьи 282.2 Уголовного кодекса. Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана экстремистской. В беседе с журналистами Айгуль Леон рассказала, что знала о возбуждении в отношении нее уголовного дела. В то же время, в чем конкретно ее обвиняют, она не знает. По ее словам, после обыска в деревне у ее матери в феврале текущего года силовики опрашивали даже местных жителей. Я из деревни в то же время переехала в Уфу еще в 1991 году, недоумевает при этом активистка Айгуль Леон. Она добавила, что о заседании суда по избранию меры пресечения ей вообще не было известно. С адвокатом Акчуриным, который указан в карточке дела на сайте Верховного суда, активистка не знакома. Видимо, адвокат там был формально по назначению. По словам Гемрановой Леон, при последнем телефонном разговоре со следователем он обещал найти переводчика с русского языка на башкирский. Видимо, не нашли. То есть у нее какие-то контакты со следствием даже были. Удивительно. Дальше что надо добавить? Также Идель Реалии сообщают, что при этом нет карточки Айгуль Леон в базе МВД в плане розыска, пока еще, по крайней мере. Значит, и что еще добавить? Ну, например, в начале марта 2023 года башкирские политэмигранты создали этот самый комитет Башкирского национального движения за рубежом, принадлежность к которому, соответственно, вменяют Айгуль Леон. Руководителем данного комитета стал Руслан Габбасов, основавший за рубежом Башкирский национальный политический центр. Наряду с другими эмигрантами к комитету присоединилась, собственно, и Айгуль Леон. Сам комитет и вот эти вот структуры внесли в список террористических в январе 2025 года, когда был опубликован большой список из 172 структурных подразделений так называемого Форума свободных государств пост-России, который тоже, разумеется, внесен в список всех этих ужасных террористических организаций. Ну, тут, конечно, с одной стороны, надо сказать, что немножко кокетство вы говорите о том, что ой, я не знаю за что, да, потому что мы прекрасно, я думаю, все, кто в теме, понимает, что находясь в подобных организациях, занимаясь определенной деятельностью, к которой у меня нет ни одного вопроса, если что, вдруг, на случай там будущего хейтерства, собственно, понятное дело, что рано или поздно добрались бы. Айгуль Леон постоянно участвует в каких-то эфирах, она ведет активно свой телеграм-канал, Facebook. Вот. Мы с ней несколько раз переписывались, в том числе с вопросом: Женя, объясни вообще, что происходит в отношении тебя. Я говорю, ну вот так и так. Вот, и в целом, кстати, спасибо ей большое, что она-то как раз себя ведет по-человечески по отношению к людям. И, собственно, вчера мы с ней громко хохотали на тему этой новости. Вот. И понятно, да, кстати, хочу сказать, что она над этим громко хохочет, потому что она находится довольно далеко. Вот. Ей ничего не угрожает, ее детям, слава богу, тоже. Вот. Поэтому тут такой пример того, что, как сказать, ну, то есть без слез, по крайней мере, да, это не история людей, которые внутри России попадают под подобные репрессии. Вот. Я думаю, что Айгуль даже в ближайшее долгое время не собирается посещать, Россию уж точно, поэтому
все вроде как не так плохо в этом плане. У нас тут непонятная серия комментариев от одного из пользователей, который в том числе пишет, что пока он в Уфе живет спокойно и свободно. Это вот общее такое, знаете, место, общее заблуждение многих знакомых, в том числе моих, которые также думают, что живут свободно и спокойно. Это все до тех пор, пока какая-нибудь фигня с ними лично не случится или не случается. А такое происходит все чаще и больше. Где-то менты побьют, запытают совершенно случайного прохожего, где-то несправедливость на работе, в какой-нибудь организации, в учреждении. И вот только после таких событий люди начинают спрашивать, а что, почему вот так вот, почему оно устроено как-то криво? И ты начинаешь им объяснять, ребята, это все имеет свои первопричины, и это все этапы одного большого длительного пути, о котором я вам пытаюсь донести уже многие-многие годы. Очень жаль, что вы не хотели и до сих пор еще особо не хотите слышать. Так вот, как говорится, Айгуль Леон, если уж на то пошло, конечно же, лучи поддержки. Это политическое преследование без всякого сомнения, за мнение, за попытку высказывать мнение открыто. Вот. Поэтому тема, конечно же, она будет дальше обсуждаться по мере развития событий. А пока дальше. Двигаемся. Осталось еще пара-тройка новостей и совсем немного времени. Значит, тут две новости, которые, опять же, во многом подтверждают правоту моих слов, которые я выше озвучивал, рассуждая о том, как люди не видят серьезных проблем, которые нависли, и не просто нависли, а уже внедрились в жизнь вокруг. Смотрите, значит, с одной стороны, незрячему ребенку в Уфе не уступали дорогу. Сразу несколько автомобилей проехали, и, видя, что слепой пешеход пытается пересечь дорогу по пешеходному переходу, никак ему дорогу не уступали. Об этом видео опубликовано в сетях, и даже в полицию ГИБДД люди обратились, те пообещали провести проверку, но пока о результатах этой проверки ничего не известно. Ну, кто-то скажет, что это за вообще пример, как он иллюстрирует вышесказанные мною тезисы. На самом деле очень важный момент – это то, как люди равнодушны к друг другу и как равнодушны к исполнению элементарных правил дорожного движения, то есть к исполнению законов. Мне кажется, вот такая ситуация вообще непредставима даже здесь, на улицах той же самой Германии. Я уже настолько успел привыкнуть и адаптироваться к совершенно другим условиям передвижения, где взаимоуважение и подчеркнутое учитывание взаимных интересов находится во главе угла, что вот глядя на такие видео, мягко говоря, начинаю поражаться, хотя тоже вроде как уже ко всему привык в своей жизни, в прошлой. Но это, понятное дело, может же произойти, например, в Ереване, в целом, в теории, да, или в любой другой стране, так скажем, постсовка. И, собственно, к сожалению, да, нам в этом плане, в культурном плане, в гражданской сознательности и, самое главное, в штрафах, я еще тоже считаю, в этом дело. Потому что, когда ты видишь двух пьянющих немца, которые в центре города стоят, между ними 4 миллиметра, они мечтают друг друга избить, у них конфликт, но они стоят, орут друг на друга. Потому что если они начнут драку, то, сам понимаешь, там потом штрафы будут довольно серьезные. Там можно и 7 тысяч влететь, и еще какие-то такие огромные суммы, которые для простых рабочих непосильны. Я уж молчу, что здесь за убийство некоторых видов ос предусмотрены штрафы в 7 тысяч рублей. 7 тысяч евро. Собственно, я уж молчу про избиение друг друга. Поэтому вот такая вот дрессировка во многом и штрафами тоже, я думаю, что привела где-то к тому, что люди сознательнее себя ведут. И ездят все по 40 км в час, по крайней мере, у меня в Дрездене очень такое движение, как будто роботы за рулем. Да, я, кстати, в чате обратил внимание, тут Эдварда Мурзина вспомнили, он действительно умер, к сожалению. И
к сожалению, мы не можем услышать его мнение. Последние годы он жил в США, он успел в Уфу приехать, у нас в эфире побывать. Известный публицист из нулевых, десятых годов, если кто не помнит, я на всякий случай. В Ютубе есть большой довольно-таки архив его старых роликов. Интересный был человек и важный, скажем так, персонаж в общественно-политической жизни. Так вот, закончу мысль-то. Вот мы увидели, значит, как мальчика не пропускали. В то же время, это вот важно все в комплексе. Дело в том, что та новость, она сама по себе как бы, неполная. В то же время суд вынес приговор водителю, который сбил насмерть 12-летнего мальчика под Уфой. Об этом печальном происшествии мы говорили. Случилось оно в конце весны в Шамонино, под Уфой, соответственно. Тогда 56-летний Николай за рулем Kia сбил 13-летнего мальчика на велосипеде, после чего съехал в кювет сам и врезался в столб. Сам, конечно же, он выжил, водитель, но ребенка спасти не удалось, он скончался еще до приезда скорой. И вот ДТП резонансное, о нем все трубили, писали, кричали на каждом углу. В результате виновник получает, значит, 2 года принудительных работ. Все это время он будет пребывать в исправительном центре, а 10% зарплаты отдавать государству. И все эти 2 года он не будет иметь права водить автомобиль. Все. Понимаете, да? Вот справедливость, законность, последовательность – это все вообще не про нас. Я бы, конечно, тут добавил свои привычные мысли, что не только водитель виноват. Тут надо бы еще привлечь чиновников, которые организовали неправильную схему движения. Как правило, в любом ДТП, смертельном в том числе, виноват комплекс причин, а не только один плохой водитель. Условно говоря, когда система выстроена правильно, плохой водитель не собьет мальчика насмерть, а просто сам куда-нибудь, знаете ли, вляпается. А у нас сделано так, чтобы любой плохой водитель обязательно кого-нибудь прикончил, когда он будет заниматься на дорогах полной ерундой. Ну, конечно же, и водителю дают символическое наказание, и никого из чиновников по этому делу не привлекают, а мальчика не вернешь. Вот давай так, я сейчас посмотрел, с чатом мы обсудили немецкую практику в этом плане, и он пишет, что реальный срок от 1 года до 3 с пожизненным лишением прав – это только в путь. Вот, особенно если водитель нарушил грубо правила, проявил там превышение, невнимательность и так далее, вот, а жертва незащищенный участник движения. Собственно, если у водителя был, не дай бог, телефон в руке или бегство с места аварии, то это 5 лет и пожизненное лишение прав. Но условка тоже может быть, а если водитель предпринял все меры помощи по отношению к ребенку, не привлекался ранее и раскаялся, а ДТП произошло без злого умысла. То есть предусмотрены такие условка, но при определенных очень узких условиях, при которых это может произойти. Вот. Но я думаю, что, судя по всему, конечно, реальный срок и пожизненное лишение прав. Да. Так что, как говорится, выводы делайте сами. А в чате вновь вспоминают Ильдар Юмагулова, и на сей раз пишут, что все-таки он жив. Боже мой, давайте перестанем путать нас и нашу аудиторию, в конце концов. Бросили вот эту вот информацию о том, что, возможно, он скончался, пришлось об этом рассуждать. И вот на самом деле никакой информации от активистов, общественников, которые связаны, не было. Поэтому давайте так, пожелаем долгих лет и по возможности здоровья. Вот. Всем вообще людям на этом свете прежде всего, и конкретным людям в частности. Конечно, хочется сказать, что Клара Цеткина, понятное дело, ни в чем не виновата и ничто ее не беспокоит. Просто у нас в одном из эфиров недавно человек, предъявляя множество всяких своих доказательств, что вот он знаком там с тем, с тем, с братом, чуть ли не созванивался, что действительно Юмагулова с нами больше нет на этом свете. Вот. И, кстати, помню, что Хоттабыч, да, действительно в свое время Юмагулову защищал. Не является ли Хоттабыч Юмагуловым, мне интересно. В этом плане, судя по написанным сообщениям. Кстати, интересно, что вот про Юмагулову вы, Хоттабыч, отреагировали, а на мой призыв как-то прокомментировать, что же нам надо поменять, нет. Как
как и всегда так происходит с любой критикой в сторону работы. То есть люди говорят плохо, а ты говоришь, что надо. Тишина. Ну вот, собственно, ожидаем. Это так. Поэтому мы еще раз призываем делиться мыслями, если нужно что-то. Ну и помощью тоже делиться призываем одновременно. Друзья, она очень нужна, и мы в ней нуждаемся. Особенно это обращение касается вдвойне, втройне тех наших зрителей, кто живет спокойно за границей, живет, работает, неплохо зарабатывает, опять же, сравнительно с нашими земляками, находящимися в Башкортостане, и может себе позволить хоть какую-то поддержку для даже не нас, эта поддержка не нас лично, то есть мы, как говорится, тут просто исполнители, да, это поддержка, ну, если хотите, народа Башкортостана в целом. Как верно заметил один из наших подписчиков, таких, как мы, больше не осталось, и вряд ли кто-то появится в обозримом будущем. Для того, чтобы люди могли где-то что-то выплескивать, нужен такой канал, да? нужно такое место, его нужно поддерживать. Мы здесь сидим вместо блюстителями или другие, это уже не важно. Важно, чтобы оно существовало, и поддержка нужна не нам, еще раз, да, а в целом всем, вам лично, вашим родственникам, близким, соседям, друзьям нашей республики, в конце концов. Давайте так, уж извините за пафос, но это именно так надо воспринимать, когда мы говорим про поддержку нашего канала. Когда вы поддерживаете какое-то большое СМИ федеральное, ну, там нельзя, знаете, такие громкие слова сказать. Одного не будет, другое останется, да? А в нашем случае действительно альтернативы нет. Мы единственные остались на этом поле. Поэтому в нашем случае поддержка, она жизненно необходима и более важна, чем поддержка любого другого, не буду называть по именам, да, глобального, так сказать. Ну, обычно, да, обычно это просто все комментарии. Наверное, у меня выделяется как-то в голове «Медиазона» как проект. Вот, понятно, что кто-то может поддерживать ОВД-инфо, это из другой оперы, но тоже как бы довольно важная история. Вот. Ну и региональные проекты, слушайте, если бы у нас были бы деньги, я думаю, что и эфир бы выглядел по-другому, и, собственно, и, может быть, каких-то людей мы все-таки смогли бы дополнительно привлечь. Вот. Новости у нас закончились, но пару слов хотел бы сказать, что, опять же, с новостями, с какими-то инфоповодами вы всегда можете идти к нам. Вот, например, я недавно вспомнил и даже искал этого преподавателя. Вот я его не нашел на сайте нового нашего вуза, да, объединенного, на соответствующей кафедре. У меня был такой преподаватель, как Сергеев Владимир Ильич, который был очень знаменит тем, что всю свою буквально жизнь, во-первых, он приставал к студенткам, а, например, мою замстаросты довел до 10-й пересдачи, естественно, неофициальной, вот, закрыл перед ней дверь, и когда уже как бы, то есть намекая на то, что он сейчас в зачетке такие распишется, начал пытаться ее, извините, да, то самое, вот. И если бы старостой не был бы двухметровый студент, который в ярости приперся, собственно, забирать ее зачетку, потому что, понятное дело, она пыталась убежать, а он еще и дверь закрыл. В общем, со всеми такими историями, с любыми другими инфоповодами, с какими-то семейными, там, я не знаю, трагедиями, ущемлениями и прочим, всегда можно идти к нам. Мы имеем определенный фильтр, безусловно, мы хотим хоть каких-то доказательств или, там, я не знаю, как-то с человеком пообщаться, но практически все, что нам присылают, мы так или иначе выкладываем. И я считаю, что этим наши СМИ могло бы, опять же, очень выигрышно отличаться от всех остальных. К сожалению, да, у нас телеграм-канал, хоть и он очень живой, и, кстати, там зачастую аудитория не прибавляется, потому что мы много баним всяких ботов и прочих вот таких существ неприятных, но, тем не менее, я думаю, что мы могли бы делать вот такую работу тоже. Обязательно пишите. Именно так. Ну а пока всем спасибо. Не забудьте про лайк и не забудьте, что надо ждать следующего нашего эфира. Хорошего дня и всем пока. Да, пока-пока.